Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Ешь больше морковки, черники, не щурься, не сиди долго у компьютера, будешь ходить в очках. Все это мы миллион раз слышали от тех, кто заботится о нашем зрении. Сегодня во Всемирный день заботы о зрении мы попытаемся развенчать эти стереотипы и поговорим о том, как сохранить остроту зрения на долгие годы. Гость студии Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы. Иван Петрович, добрый вечер. Добрый вечер, Петр, телезрители. Рад видеть вас в нашей студии в этот Взаимно. необычный праздник. Давайте поговорим Да мне сначала... необычно вот здесь уже сидеть. Я обычно... Согласен. Давайте поговорим для начала вот о чем. Офтальмологов зачастую называют своего рода пионерами. Откуда такое сравнение пошло? Ну, возможно, потому что в офтальмологии развитие как науки, как и отрасли медицины, оно всегда развивается очень динамично. Потому что благодаря академику Федорову, память о котором мы чтим всегда в августе месяце, офтальмологическая наука в нашей стране, да и во всем мире шагнула качественно вперед. Вот за последние, наверное, 30 лет. Были разработаны новые методики оперативного лечения, консервативного лечения заболеваний глаза, разработаны новые методики аппаратного лечения, как и детей, так и для взрослых наших пациентов. И в целом офтальмологи всегда стараются брать на вооружение своей работы новые тактики ведения пациентов для того, чтобы качественно оказать медицинскую помощь. Вот я думаю, мы с вами подробно в рамках нашей беседы поговорим о том, что нового есть в целом в офтальмологии, конкретно в нашей, в Якутской офтальмологической больнице. Но можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день в нашей республике применяются только самые современные методы лечения пациентов. Ну вот давайте о них тогда и поговорим. Чем сегодня живет, куда, если так можно выразиться, смотрит якутская офтальмология. Буквально 2 недели назад у нас побывали наши коллеги, как раз-таки из Института микрохирургии глаза Святослава Николаевича Федорова. Они приезжали с нам с аудитом, который проводится регулярно раз в 2 года, и они отметили те изменения, которые произошли с их прошлого визита в 2022 году. Они колоссальные, потому что, во-первых, мы почти на 90% обновили парк медицинского оборудования за последние 5 лет. Это были большие вливания из средств обязательного медицинского страхования, из бюджета республики, из небюджетных источников. Благодаря той программе, которую мы разработали при поддержке главы республики Александра Сергеевича Николаева по развитию офтальмологической помощи в республике Саха-Якутия на 2022-2024 годы. В этом году у нее истекает срок, но мы сейчас уже готовим продление этой программы, потому что у нас есть свои перспективы развития. Так вот, что же мы сделали? Во-первых, мы изменили маршрутизацию наших пациентов. Чаще всего к нам обращаются пациенты с возрастной катарактой. Это то заболевание, которое связано с помутнением хрусталика. Как говорят сами офтальмологи, каждый доживет до своей катаракты. Вопрос только во сколько лет. И поэтому, с учетом того, что качество жизни растет и продолжительность жизни тоже растет и в целом мире, и у нас в стране, и в отдельно взятой нашей республике, понятно, что количество пациентов с возрастной катарактой будет с каждым годом все равно увеличиваться. И наша задача, которую мы коллективом совместно решаем, мы как организаторы здравоохранения, врачи-хирурги, как оперирующие специалисты, состоит в том, чтобы максимально в короткие сроки вылечить пациента от этого заболевания. Лечится оно только хирургическим путем. Почему я на этом делаю акцент? Потому что буквально месяц назад там бум прошел и в социальных сетях, и в новостных различных лентах о том, что то там в Индии изобрели капли, что зрение сразу улучшают, то у нас тут, аюрведа, да? Вот это то у нас тут объявления были: лечим глаукому и катаракту, да, обращайтесь к нам, а на самом деле предлагали просто БАДы. Так вот, катаракта лечится только хирургическим путем. Никакие БАДы, лекарства от катаракты не помогут, потому что хрусталик помутнел, соединительная ткань изменилась, и, соответственно, и требует хирургии. Имплантируется искусственная интраокулярная линза, переживать не стоит. Эта операция длится всего 20-25 минут, если не осложненный случай. И за место хрусталика, как я сказал, ставится вот эта искусственная линза, искусственный хрусталик, как мы называем. И человек снова начинает видеть. потому что убирается вот этот туман перед глазами. Если сравнить симптомы катаракты, то человек как будто смотрит через плотный полиэтиленовый пакет. Ну и с каждым разом все ухудшается. Мы стали активно проводить операции на выезде.
Благодаря сотрудничеству с центральными районными больницами я хочу поблагодарить отдельно главных врачей больниц и врачей-офтальмологов, и медицинский персонал тех больниц, которые нас приглашают, обеспечивают нам достойный визит, готовят пациентов к оперативному лечению. И чтобы люди понимали, каким образом этот выезд организовывается, надо отметить, что мы каждый год теперь по решению коллегии Министерства здравоохранения Республики делаем приказ на целый год, в какие районы мы поедем. То есть человек уже заранее знает, куда будет выезд. Приблизительные сроки мы с центральными районными больницами согласовываем, и понятно, что ему не нужно будет выезжать в Якутск для этой операции. Потому что мы посчитали, например, в этом году мы ездили в Нижнеколымский улус, Черский. Там было прооперировано несколько десятков пациентов. Стоимость билета в Черске – это 40 тысяч рублей в один конец. Туда-обратно для пенсионера 80 тысяч, даже если он возьмет по субсидии, все равно это накладно. Плюс проживание здесь, там, питание и так далее, это неподъемная сумма для жителей Арктики. Поэтому мы выезжаем туда и делаем все эти операции на месте. Так же, как вот буквально впервые в нашей истории мы были в Булунском улусе, тоже были очень рады нашему визиту. В мае месяце мы эти операции провели. Вот эти по факту это стали самые северные операции в стране по удалению катаракты. Есть чем гордиться. Да, врачи, я очень горжусь нашими врачами, они большие молодцы в этом плане, что активно выезжают, и Арктику мы не забываем. Вот буквально на днях у нас вернулась большая бригада из Мирнинского района, где впервые тоже в нашей истории операции были в Удачном. Тоже пациентов хорошо подготовили, все прошло замечательно. Общее количество пациентов, которых прооперировали в Мирном и в Удачном, более 100 человек. То есть это серьезные цифры, потому что когда мы только начинали активно осваивать Мирный район, то было сначала 30, потом 50. Сейчас люди уже осознали, что не надо летать в Новосибирск, там, в Хабаровск, Благовещенск. Помощь можно получить здесь на месте, и мало того, что в Якутске, так еще можно помощь получить непосредственно в своем районном центре. Также мы выезжаем на передвижном офтальмологическом комплексе. У нас их теперь два, благодаря вот той поддержке, о которой я говорил. Это «Газель» и «КамАЗ». Там проводится лазерное лечение пациентов, осмотр, лазерное лечение в данном случае пациентов с такими диагнозами, как вторичная катаракта и закрытоугольная глаукома. И также патология сетчатки, если она требует именно лазерной хирургии. Вторичная катаракта – это когда у пациента уже замененный хрусталик, помутнела задняя капсула. Делается эта операция достаточно быстро, лазером просто чистится, и человек через 5-10 минут уходит домой и также видит, и больше к этому случаю не возвращаемся совсем. С глаукомой серьезней. Про глаукому я потом отдельно хотел бы остановиться, поговорить. И патология сетчатки. Ну вот у нас с учетом и нашего неправильного образа жизни, типа питания, сахарный диабет берет свое. Поэтому у нас и в стране уделяется особое внимание программе по профилактике сахарного диабета. У нас открылся региональный эндокринологический центр, он сейчас тоже оснастился такими же лазерами и оборудованием, как и наша больница, поэтому мы с коллегами взаимодействуем в этом направлении. Он располагается на базе Якутской республиканской клинической больницы. И вот эта патология тоже на мобильном хирургическом комплексе решается. Понятно, кому-то требуется динамическое наблюдение, но это все по согласованию с врачом-офтальмологом по месту жительства мы обеспечиваем. Также в этом году мы во все наши филиалы, а у нашей больницы их 9 в районах республики, это такие улусы, как Алекминский, Ленский, Сунтарский, Нюрбинский, Нирингри, Алдан. В Ниринге у нас их 2 и в Чульмане тоже, и в Зырянке. И плюс филиал в медцентре города Якутска. Значит, мы их всех оснастили оптическими когерентными томографами. Вот для понимания простого обывателя, такое оборудование, оно не должно стоять в поликлиниках. Оно должно стоять только в специализированных центрах. Потому что у нас есть там филиалы нашей больницы, больницы 3-го уровня, единственного центра в республике, мы смогли это оборудование там установить. Что это значит для человека? Вот для человека с заболеванием возрастная макулярная дистрофия, это когда изменения есть дистрофические на сетчатке, и человек теряет зрение в центральной зоне. То есть вот по центру он начинает мутно видеть, и, к сожалению, не всегда можно своевременно помочь. Ему нужно проходить диагностику на этом аппарате, если он начинает лечение, каждый месяц. Каждый месяц в Якутск не наездишься.
И понятно, что наша цель была, опять же, приблизить диагностическую помощь людям по месту пребывания наших филиалов. У нас это получилось, я вот искренне этому рад. Сейчас снимки, во-первых, с этих аппаратов у нас сразу оформляются в нашу медицинскую информационную систему, и можно дистанционно их всех посмотреть и оценить состояние, динамику пациента. А плюс в том, что мы даже сейчас рассматриваем вопросы постановки инъекций специализированных, и уже такой опыт у нас опробован в Нюрнбергском районе, в Мирном, кстати, и в Нейрнгере. Некоторым пациентам мы с собой специальные уколы, которые стоят, скажем так, одна инъекция 50 тысяч, возили с собой и их ставили, потому что в данных больницах есть соответствующая медицинская лицензия на проведение такого рода медицинского вмешательства. Поэтому движение у нас всегда только вперед, и вот даже сегодня, Петр, то, что расскажу и зрителям, и вам, завтра у нас это может все поменяться и быть намного лучше, потому что я не стесняюсь этого, и люди это всегда замечают. Я говорю уже, наверное, словами людей, что мы сделали колоссальный рывок за последние 4-5 лет. Иван Петрович, действительно, масштаб преобразования, изменений в лучшую сторону в голове сложно уложить. Все-таки сказали вы, что катаракта, глаукома — два таких основных столпа болезней глазных. Вот что интересно, мы все время же говорим о том, что вот это в продолжении тому, что вы сказали, о том, что у каждой катаракты свой срок наступает. Мы говорим о том, что гаджеты влияют и на детей в первую очередь. Но что ведь в большей степени влияет? Все-таки образ жизни или бесконечное сидение там в интернете? Для каждого заболевания офтальмологического есть свой набор факторов, которые провоцируют его развитие. Для той же самой катаракты есть внешний фактор, такой как лекарство. Особенно вот в период ковидной пандемии, те, кто лечился активно на гормональной терапии, тот же самый дексаметазон ставили, вот у них риск возникновения катаракты, он возрастает в разы. Так называемая лекарственная катаракта, которая тоже точно так же лечится хирургическим путем. Значит, что касается заболевания глаукома, то с учетом того, что мы здесь в Якутии большинство кореглазых, и у нас пигмента очень много в глазах, то, соответственно, у нас риск развития закрытоугольной глаукомы, когда пигмент блокирует отток внутриглазной жидкости, он намного выше. И поэтому у нас пациентов с этим заболеванием достаточно много. Оно занимает первое место на данный момент по количеству пациентов, которые ушли на инвалидность. И для нас это очень большая проблема. Мы их стали активно заниматься, поэтому и разработали глаукомный регистр, и открыли отдельный кабинет в больнице по глаукомным больным. И, значит, вот наш передвижной комплекс ездит и хирургическое лечение на местах оказывает. Почему это заболевание опасно? Если катаракту хрусталик поменял, человек видит, то при глаукоме ты ничего не поменяешь. То есть если у тебя зрение начало ухудшаться при глаукоме, это безвозвратное изменение зрения. Почему? Потому что глаукома — это повышение внутриглазного давления, оттока жидкости нет. Соответственно, на сетчатку, на диск зрительного нерва оказывается воздействие физическое за счет давления, и он постепенно начинает умирать. Пациент почему этого не замечает? Потому что если давление чуть-чуть высокая, 25, например, 27, боли сильно не чувствуются, и, соответственно, человек ходит, вроде все у него хорошо, все замечательно, может, чуть-чуть глаз покраснел, многие связывают это, перетрудился, перегрузился, вот, а действие давления, оно постепенное, и у человека начинают сначала сужаться поля зрения. То есть он вот с боков перестает... Периферия уже не видит. Вроде бы это незаметно сначала. Мы смотрим же прямо, и вроде все хорошо, все замечательно. Специалисты это сразу замечают, когда проходят диагностику и на периметре Ферстера, и на компьютерной периметрии, которая у нас во всех тоже филиалах есть. И здесь самое главное — начать своевременное лечение. Лечение бывает как консервативное, это подбор препаратов, капель, разных типов в зависимости от глаукомы, которая у человека есть. И если капли не помогают, то хирургическое лечение. Хирургическое лечение тоже бывает разное, вот от лазерного до уже полостных определенных операций на глазу. Тоже они все у нас здесь проводятся. Но вот надо сразу понимать, что перспектив с глаукомой улучшения зрения не будет. Я не пугаю, не пытаюсь нагнать жути, но надо понимать,
Да, Да. что пациентов таких очень много, и мне самому очень больно. Вот приходил ко мне буквально там 3 дня в пятницу пациент, значит, дедушка, 85 лет. Вот у него терминальная стадия на обоих глазах, глаукома. Он уже ничего не увидит. Он приходил и говорил, вот снимите мне пленку, я точно увижу. Он у меня плакал в кабинете. И вы не понимаете, вот сложно понять, какие я эмоции испытываю в этот момент. Когда человек приходит, рыдает у меня, и я понимаю, что мы ему не поможем. Потому что там уже, возможно, речь будет в последующем идти об удалении глаза. Потому что у него в последующем может развиться такой болевой синдром, что он сам придет и попросит удалить мне глаз. То есть это заболевание очень серьезное, за ним надо следить, наблюдать. У офтальмологов по месту жительства после 40 лет проходить диспансерное наблюдение обязательно. И если есть диагноз глаукома, то регулярно посещать своего офтальмолога в поликлинику. Получается, это с глазами то же самое, что и с зубами. Вот тот же алгоритм лечения, береги, как говорится, платье с молоду. И сразу вот Безусловно. вслед вопрос, с какого возраста ребенка нужно показывать офтальмологу? Ну, у нас в рамках диспансеризации его надо сразу показывать с рождения. И потом Прямо с первого месяца? Да, с первого месяца в офтальмолог входят стандарты осмотра. Потому что вот наши специалисты проводят, например, хирургическое лечение такого заболевания, как ретинопатия недоношенных. Это лазерное лечение. Наши хирурги выезжают, лазерологи, в перинатальные центры, и там вместе с коллегами из Национального центра медицины и Якутской республиканской клинической больницы сообща решают тактику ведения. Это очень сложная патология, и прогноз всегда достаточно серьезный. Вот буквально недавно одной пациентке, ей всего 32 недели, родилась она в 23 недели, вот, как раз делали такого рода вмешательство для того, чтобы сохранить то зрение, которое она в последующем будет использовать. Конечно, это мы уже понимаем, что это не будет 100%, но тем не менее. Так вот, к тому, что регулярно проходить обследование офтальмолога надо, как и в рамках диспансеризации, так и самостоятельно. Потому что вы правильно сказали, что за гаджетами у нас дети проводят очень много. Вот мне нравятся наши мамы, папы, бабушки, дедушки, которые начитались умных речей, где написано, что гаджеты никакого влияния на зрение не оказывают, и все хорошо, все замечательно. Даже там сквозь очки вот эти специальные синие, Да, пленки, что там все какие-то, хорошо. что-то клеят. Хорошо, я просто предлагаю нашим вот таким скептикам провести эксперимент. Поставить перед собой палец, вот так вот, например, да, и держать его. Глаза-то куда будут сходить? Вот ты близко держишь. Ну, я на понятно? палец смотрю, и у меня Понятно, что размывается глаза фон. немножко будут, во-первых, Ага. начинать косить. А у нас, вот мы провели большую акцию в рамках года детства, который объявил глава республики, и в рамках активных мероприятий по профилактике заболеваний среди детей, осмотр детей вот, в школах Центрального округа. Что выявили? Что качество зрения детей хорошее только у 15,7%. У 84 зрение уже снижено. А у некоторых выявлялась уже и проблема такая, что один глаз уже начинал уходить, да, в одну сторону. То есть глазодвигательный аппарат, это же мышцы. Если постоянно мышцы тренировать, сидя вот так вот перед экраном гаджета, то ничего хорошего не получится. Это первая история. Вторая история. У нас зрение нашим генетическим аппаратом заложено, чтобы смотреть вдаль. А почему? Потому что когда в древности были все охотниками, надо было увидеть опасность, увидеть хищника, заранее среагировать. Близь, оно у нас формировалось в процессе нашего развития, и мы его используем. Мы физиологически не настроены, чтобы смотреть У нас близко. цель в первую очередь смотреть вдаль. Ничего себе. Вот, а мы сами себя загоняем в рамки, что мы вот близь, и поэтому у нас очень много сейчас детей выявляется миопов, которым требуются очки, чтобы смотреть вдаль. И вот запись на аппаратное лечение у нас достаточно такая серьезная, что много людей желают ее получить. Поэтому мой совет — это надо активно заниматься физической культурой, меньше сидеть в телефонах, ограничить все-таки использование гаджетов детьми, если вы хотите, чтобы у них зрение сохранилось надолго. Хотя вот тут мне пишут, вот, я все сидела в гаджетах, у меня все хорошо. Ну, во-первых, организм у человека всегда индивидуален, у кого-то все будет хорошо, у кого-то будет все не очень хорошо. А чтобы потом не попадать на стол к хирургу или не ходить и мучиться в очках или линзах контактных, мой вот такой совет. Ну вот давайте тогда про очки и линзы. Вы сами заговорили. Есть сами офтальмологи тоже шутят и не носят очки, и предпочитают делать коррекцию.
совпадение или это действительно так? И вообще, если вот с точки зрения профессионала выбирать, очки или линзы? Ну, каждому свое. Да? По очкам удобно с точки зрения того, что ну, не надо постоянно снимать и надевать. Лазить туда руками? Лазить руками, да, потому что мы сталкиваемся с какой проблемой? Иногда бывает, что люди засыпают в них. И на утро они получают кератит. Кератит, если запустить, то можно довести до язвы роговицы, а это уже пересадка, трансплантация роговицы. К слову, у нас мы ее делаем. И это хорошо. Да, но для пациента не очень. В плане того, что все-таки это хирургическая операция, которая все равно не возвращает стопроцентное зрение, которое было. Это первое. Второе, это в любом случае надо соблюдать гигиену рук, следить. Не всегда у нас есть возможность, вот, там, чтобы раковина была под рукой и так далее. Это ну, из минусов. Понятно, что удобно, эстетически, косметологически выглядит человек в линзах приятно, ему самому комфортно. Очки в этом плане плюс. Что касается выбора человека, то он выбирает для себя сам. А вот вы задали же вопрос, что почему иногда офтальмологи сами ходят в очках. Есть офтальмологи, которые ходят в линзах, есть офтальмологи, которые ходят в очках. Почему кто-то не делает себе коррекцию? Ну, во-первых, коррекция имеет свои противопоказания, и у этого человека он может быть врачом, офтальмологом, спокойно, тоже может быть эти противопоказания. Например, тонкая роговица, и она не позволит сделать лазерную коррекцию зрения. Или возраст, потому что возраст такой рекомендуемый для данной процедуры, это от 20 до 40 лет. Можно сделать и в 60, но вопрос от того, что насколько человек будет рад этому. То есть эффект продлится, скажем так, недолго. И, да, потому что в любом случае возрастные изменения, такие как пресбиопия, а это вот то, что физиологически чего бояться не стоит, когда для чтения вблизи нужны очки. Вот все равно он будет сохраняться. Поэтому да, вдаль можно исправить, а для вблизи все равно нужны будут очки. Когда в молодом возрасте ты все это делаешь, то у тебя и вперед, и назад, и вверх, и вдаль. Ты видишь хорошо и замечательно. Поэтому вот надо все-таки смотреть не на то, что мы видим, а на факты. У нас уже тысячами эти операции по лазерной коррекции сделаны. Люди в целом все довольны, потому что, как они сами говорят, ну прям зрение HD, да, качество. Ну потому что ходили всю жизнь там в очках, а тут видят все своими естественным путем, глазами. И качество картинки, конечно, лучше. А цветные линзы, они как-то отличаются от обычных контактных? Может быть, более вреднее или менее вреднее? Да все то же самое, просто на любителя. Опять же, у нас просто дети иногда любят, да, молодежь. Вопрос гигиены. Вот насколько вы уверены, что все будет хорошо. Но и не надо забывать, что все равно давление линзы на роговицу имеет место быть определенное. Вот. И, соответственно, наша роговица — это естественная линза, ну и преломление несколько все равно меняется. Незначительно, но тем не менее это есть. Иван Петрович, у нас с вами остается буквально 3 минуты до конца эфира. Да Выношу главное. Значит, своевременное обращение к врачам, соблюдение гигиены при ношении линз, контактных и очков в том числе, и физические нагрузки позволяют нам сохранить зрение. Что еще? Про что мы забыли? Про то, что надо регулярно посещать офтальмолога по месту жительства. Он вам, если что, подберет правильный зрительный режим, подберет очки. И самое важное, надо просто беречь самого себя, потому что у нас, например, в Центре неотложной помощи очень часто обращаются люди, которые не соблюдают технику безопасности. Болгарка попадает, осколок. На самокате катаются из На самокате вот у нас эти были события, когда травму очень серьезную получили и века, и глаза. Поэтому здесь все зависит от человека. Ну а к нам надо обращаться, когда уже требуется хирургическая помощь, и мы постараемся ее помочь. И в завершении нашей беседы я еще раз хочу поблагодарить коллег, всех, кто работает в офтальмологической службе, врачи, медсестры, санитарки, административный персонал, не только в нашей больнице, а в целом в республике. Спасибо за ваш кропотливый труд, вы сохраняете зрение людям, это очень дорогого стоит. Дай Бог каждому из вас тоже здоровья, и пусть в жизни все будет получаться. Иван Петрович, ну что ж, уверен, что те, кто нас сегодня смотрит или слушает, прислушаются к вашим советам, а если где-то что-то пойдет не так, я уверен, что якутские офтальмологи всегда придут на помощь, и на страже стоят сохранение зрения нашего населения. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням 19:15. Расскажем обо всем в деталях.